Еще раз доброе утро, друзья. Сегодня 19 марта, и это утро вместе с нами встречает председатель комитета по экологии и природным ресурсам по Республике Ингушетия Магомед Бабхоев. Доброе утро. Доброе утро, Даихов. Вот буквально вчера, мы прошли у нас выборы. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к предвыборной ситуации, когда стояла? Какую лепту внес комитет экологии? В первую очередь сотрудники комитета нашего все проявили единую гражданскую ответственность, и все со своими семьями проголосовали на своих участках. Что касается подготовки к проведению выбора, мы со своей стороны постарались принять участие в этом. Организован был субботник по территории республики и администрации муниципальных образований. Все свои избирательные участки, иные административные здания, все прилегающие общественные территории, на всех был наведен порядок. В общем, таким образом подошли к проведению выборов. Сезон этих массовых акций экологических вот у нас только начинается с апреля месяца. Активная, так сказать, фаза. До этого каких-либо таких акций не проводилось. У нас все только планируется. Вот начало весны, да, как вы уже сказали, это наведение чистоты в нашей республике. Я знаю, что вы проводите такое, скажем так, экологическое просвещение, и в школах проводятся мероприятия. Расскажите об этом поподробнее. Да, хотя это не профильное наше направление, конечно, у нас надзорный орган государственный, но мы стараемся, учитывая то, что это очень важный вопрос, работа с населением, работа с подрастающим поколением, стараемся в этом принимать активное участие и ведем вот эту вот линию работы ежегодно, из года в год. В прошлом году, в год экологии, была такая масштабная работа в этом направлении проведена. Мы постарались и в этом году, чтобы эта работа наращивалась. И, соответственно, у нас сформирован, утвержден соответствующий план на год именно по экологическому просвещению, по работе с населениями, куда включены масса экологических акций, всероссийских, региональных. Это и субботники, это и конкурсы всевозможные, это экологические уроки в школах. Подобного рода масса мероприятий. Более 40 мероприятий на этот год запланировано, таких основных. Вот кроме того, и второстепенных. Тогда касаемо субботников. Я видела в соцсетях, вы говорили, что у субботника должен быть свой строгий план. Вот касаемо этого плана, что это техника должна быть какая-то определенная? Сколько человек? У нас по масштабам получаются разные субботники. Если это всероссийские субботники, у нас 3 всероссийских ежегодно повторяются. Во всех мы из года в год уже по традиции занимаем лидирующие места. У нас и «Вода России», «Зеленая Россия», всероссийские субботники. Вот это вот основные, самые массовые у нас. Это и в этом году мы уверены, что Республика Ингушетия будет на лучшей позиции. В апреле месяце у нас планируется вообще месячник по благоустройству, очистке территории. Это каждую субботу будут проводиться субботники, массовые субботники. Соответственно, на каждое такое мероприятие готовится отдельный план. Туда включаются все возможности, имеющиеся у администрации муниципальных образований, общественных объединений дополнительно, и люди, добровольцы, которые с учетом того, что сейчас и год добровольца, тоже принимают участие в этих мероприятиях. В общем, по каждому мероприятию, по плану проводится такая работа. Давайте тогда вспомним такую ситуацию. Я знаю, что недавно в Яндере, группа молодых ребят, они убрали несанкционированную свалку. Вы уже потом встретились с ними, наградили этих ребят грамотами. Они действительно большие молодцы. Давайте вспомним этих героев поименно и расскажем подробнее об этой ситуации. Да, действительно, это одни из немногих на сегодняшний день, которые, так сказать, берут и делают не то, что там зачастую процентов 90 сегодня у нас население, активного в неправильном направлении, с моей точки зрения, населения. Все стараются, если сказать просто, 9 человек из 10 находятся те, которые выходят и указывают пальцем на пакет мусора какой-то, который стоит с телефоном в руках. И все это снимается на камеру, с возгласами, с истеричными возгласами. Зачастую не поймешь, какого пола тот, кто за кадром стоит, и все это комментирует.
И находятся только единицы, которые просто выходят и делают, понимают вопросы в правильном направлении. Да. Вообще непонятно, один вопрос остается непонятным, что касается ингушей, никогда не было такого, чтобы человек стеснялся или боялся своего имени, называть свое имя. Тем более, если у человека благие намерения. Как может человек вот скрытно какие-то такие вещи вот выставлять, комментировать, непонятно. Мы добиваемся вовсю, уже сколько просим, призываем людей, даже если они не выходят на субботник, даже если не убирают, даже если с этой фотокамерой пытаются что-то, какие-то меры предпринять, зафиксируйте и подайте в установленном порядке под своим именем. Вот такая-то проблема, никто их не будет преследовать. Это же не преступление какое-то, наоборот, приносит пользу. Нет, вот почему-то мысли совершенно в другом направлении. И вот очень радует, когда находятся вот такие вот настоящие герои, мы считаем, ребята. Это молодые ребята, возраст их там лет от 7 и до 18 лет было около 10 ребят. Некоторые даже постеснялись к нам прийти в гости. Настолько вот Имандул Шхалара. Это братья Бариевы и Даурбековы. Бариевы Абдулла Ибрагим Хусен и Даурбековы Рамзан и Хусен с Яндари. Хотелось бы поблагодарить их родителей, конечно, за то, что воспитывают таких сыновей. Это действительно будущее нашей республики. Согласна. Да, когда видишь вот воспитание таких детей, уже появляется надежда. Действительно, несмотря на то, что вы вот говорили, да, что жители, если такие находятся, которые снимают, они участвуют в этом, но все-таки комитет уже, как бы работа комитета, она заявила о себе, комитет дает о себе знать, и я знаю, что многие вовлекаются в эту работу. Как у вас получается так вовлекать обычных людей, скажем так, да, в вашу работу? Это на самом деле здорово. Ну вот то, о чем я сейчас говорю, и жалобы, и это все, мы намеренно этого в каком-то плане добивались. А вы, наверное, согласитесь со мной, что вот буквально несколько лет назад понятие экологии это было что-то для нас, что-то из там, научной сферы, что-то далекое. На самом деле экология – это наша жизнь, это наше здоровье, это наша жизнь. И вот на сегодняшний день удалось добиться понимания этих людей. Просто многие люди опять-таки идут в неправильном направлении, неправильно это понимают. Экология – это все мы и должны заниматься нашим здоровьем, все мы, не только государственные органы какие-то или там кто там за уборку отвечает. Ну, каждый за свой двор, за прилегающую территорию, за то, чтобы не мусорить, не выкидывать там мусор, проезжая по дороге. Здесь в этом плане результат есть хороший. У нас запущена и такая мера, как общественная экологическая инспекция. Туда у нас люди набираются, уже около 12 человек есть. Они регистрируются как общественные экологические инспекторы, наделяются соответствующими правами, обязанностями. Это уже законное основание зафиксировать нарушения. У них есть права проводить общественные проверки, обследования. Их обращения обязаны рассматривать все государственные органы, принимать меры по ним, выдаются соответствующие удостоверения. Но вот зарегистрировано уже 12 желающих, и есть еще около 15-20 Скоро человек. наберет обороты такая общественность. Да, вот мы просили бы, да, кто хочет действительно помочь, кто хочет действительно что-то изменить, вот таким путем уже действовать. Вот тогда касаемо, вот идет 2018 год, скажите нам, какие планы и задачи ставит перед собой Комитет экологии? Задачи у нас в общем не новые, такие же по всем основным направлениям, добиться уже дальнейших результатов. Есть определенные... Сохранить то, что уже сделано. Да, есть определенные результаты хорошие и по обороту отходов, по свалкам нашим. Очень многие свалки ликвидированы. Остался в этом направлении такой последний решительный шаг. В общем, по всей России у нас вся Россия переходит на новую современную систему обращения с отходами. Это ликвидация отказа от всех свалок, это переход к переработке отходов, это учет обращения всех отходов, вплоть до того, что весь транспорт будет
контролироваться уже через эту спутниковую систему. Уже не будет возможности ни у кого, ни у перевозчиков, ни у тех, кто принимает отходы, как-то допускать, чтобы они попадали не на тот объект размещения отходов. В этом плане у нас хорошие результаты в этом году будут. По водным объектам мы намерены до конца года завершить работу, надзорную работу по очистке водных объектов. Упор делается и на это. По федеральным программам у нас начатый объект на реке Назранка по строительству берегоукрепительных сооружений. Есть еще несколько объектов по экологической реабилитации, по которым Министерство природных ресурсов России, агентство федеральное обещало нам поддержку в реализации их. Тоже ждем решения вопроса по ним. В общем, такая работа у нас планируется на этот год. Прекрасно. Спасибо вам, что пришли к нам в гости. Я желаю вам успеха в вашей работе. И спасибо вашему комитету за такую работу. И мы вас ждем снова в гости.